На развитие лесной отрасли Коми получит дополнительно 77 миллионов рублей. Львиная доля средств пойдет на увеличение зарплат работников. Об этом рассказали на первом заседании Лесного совета при главе Коми, в котором принял участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Переработка древесины, поиск новых рынков сбыта, планы на развитие в условиях санкционного давления. Это лишь некоторые темы, которые затронули в рамках первого лесного совета. Из Сыктывдинского района передает Павел Королев. Коми по праву называется лесной республикой. Жизнь и благосостояние ее жителей тесно связаны с этой отраслью, в которой трудится порядка 13 тысяч человек. Из-за этого беспрецедентные санкции могли серьезно ударить не только по лесопромышленным предприятиям, но и экономике региона в целом, отмечают участники заседания. Но смогли выстоять. Наши лесозаготовители перестроились на новые рынки сбыта. Да, и есть еще проблемы с техникой и оборудованием. Помогает параллельный импорт. Иногда приходится использовать в качестве доноров запчастей старую технику. Но несмотря на это, объемы заготовки древесины не снижаются. А по некоторым цифрам мы первые по северо-западу. На сегодняшний день от использования лесов получено доходов более 3 миллиардов рублей. В том числе в бюджет Республики Коми направлено более 1 миллиарда рублей. Бюджет Российской Федерации 1,9 миллиарда. В последние годы доходность лесного хозяйства Республики Коми имеет устойчивую положительную динамику, и по этому показателю мы первые в северо-западном федеральном округе. Лесопромышленный комплекс Коми не только смог сохранить рабочие места, но и наращивает мощности. Сейчас два крупных предприятия намерены реализовать 2 инвестиционных проекта и модернизировать производство. По ним уже есть договоренности на федеральном уровне. Республика, к слову, тоже не остается в стороне. Наша первоочередная задача – это, конечно же, поддержать лесную отрасль и создать все условия для работы малого и среднего бизнеса. В качестве меры поддержки в 2023 году мы те предприятия, которые занимаются переработкой, заготовкой и поставкой продукции на экспорт, получили возможность платить за аренду лесных участков, исходя из фактического объема заготовки. И данной льготой воспользовались 4 наших предприятия республики и получили льготу в объеме 74 миллионов рублей. Руководитель Рослесхоза Иван Советников высоко оценил опыт Коми в развитии лесного комплекса. Со своей стороны федеральное ведомство увеличит финансирование лесного хозяйства региона на 77 миллионов рублей. Часть средств пойдет на борьбу с лесными пожарами, но львиную долю потратят на повышение заработных плат сотрудникам. Мы с губернатором договорились, губернатор пообещал, что будет дополнительно поддерживать сотрудников, которые работают в лесном хозяйстве, в том числе мы вывели дополнительное финансирование именно на заработные платы и позволит уже в следующем году, то есть уже через 2 месяца, люди почувствовать изменения. Обсудили очень детально лесоустройство, посмотрели, как будем дальше его развивать на территории республики. И, конечно, еще раз, мне кажется, заострили внимание на лесных пожарах. Сезон 2023 года регион прошел хорошо, отличные площади, выполнен указ президента. Но у нас, к сожалению, пожары – это ежегодное явление. И тут совершенно не повод почивать на лаврах, не повод расслабляться. Подводя итоги, участники первого заседания отметили, первый блин не получился комом. Лесной совет стал хорошей дискуссионной площадкой, на которой представители лесопромышленных предприятий, чиновники, лесничие и экологи могут поднимать насущные проблемы отрасли и искать пути их решения. Павел Королев, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.